или не только в студии, но и также те, кто следят за нашей конференцией в интернете на канале YouTube. И сегодня мы собрались вместе для того, чтобы обсудить, какие у нас мероприятия намечены на предстоящую декаду, посвященную нашему республиканскому празднику День Аланхо. В этом году у нас декада проходит с 25 ноября по 5 декабря. С 2006 года отмечается этот день, и традиционно мы собрали перечень мероприятий, которые объединили в одну программу декады, и которые включают в себя мероприятия, которые будут проводиться не только в Якутске, конечно, на разных населенных пунктах нашей республики. Конечно, мы включили вот в данную программу 66 мероприятий. Помимо этого, каждый район утвердил, многие районы утвердили свои программы декады Аланху. И самые крупные, самые важные мероприятия, они также включены сюда, вот в нашу республиканскую программу. Но от имени организаторов я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в разработке этой программы. Мы планируем в этом году действительно очень обширный перечень мероприятий. Многие из них будут проводиться впервые. Вот организатор более подробно об этом расскажет. И я хочу отметить, среди организаторов, конечно, наши основные силы представлены театром Аланхо, Институтом Аланхо Северо-Восточного федерального университета, Ассоциацией Аланхо и Ассоциацией Аланхо, которые у нас существуют в районах нашей республики. Также объединение Чат Аланхосут, молодые Аланхосуты. Мы благодарим также директоров государственных театров, учреждений народного творчества, благодарим национальную вещательную компанию САХА, районы, учреждения образования и Министерство образования, которые тоже приняли участие в разработке нашей программы. У нас в целом очень много будет мероприятий проведено, конечно, в формате онлайн, с учетом нашей действующей обстановки. Тем не менее, у нас часть мероприятий пройдут также в очном формате, конечно же, с использованием QR-кодов, и поэтому призываем всех желающих принять участие подготовиться к этому с тем, чтобы была возможность наиболее ярко провести наше мероприятие. Конечно, традиционно мы в рамках декады презентуем новые издания, и сейчас мы тоже о них подробно расскажем. И традиционно у нас пройдут конкурсы, в которых будут участвовать различные возрастные группы. И первое слово для выступления сегодняшнего я представлю, наверное, Февронии Васильевне Шишигиной, президенту якутской организации Ассоциации Аланхо. Пожалуйста. Так, үтө күнүнен барта саха изданиялар кенлерлер, да? Ага, день добрый. Итак, у нас начинается традиционная декада Аланхо, посвященная Национальному дню Аланхо. И действительно, это у нас очень активное участие будет принимать Ассоциация Аланхо. Ассоциация Аланхо имеет филиалы в 18 районах и городах нашей республики. Это наша общественная сила. Есть у нас, мы гордимся тем, что за годы деятельности ассоциации и за годы проведения дней Аланхо, десятилетия Аланхо, первого десятилетия, второго десятилетия Аланхо. Главный наш результат работы – это то, что у нас сегодня появились действующие Аланхосуты. Зрелые действующие Аланхосуты, как зрелого возраста, так и молодые. Появляется плеяда молодых исполнителей Аланхо, очень сильных. На Исехе Аланхо, который прошел у нас в Алекминске, состоялось такое сильное состязание среди исполнителей Аланхо, что члены жюри были в большом затруднении, кого же назвать лучшим. И за одним Аланхосутом, ярким Аланхосутом, выходил другой яркий Аланхосут, и мы еще радуемся тому, что у нас
благодаря тому, что у нас есть проект воспитания слушателя, слушать Олонхо, который у нас читается, говорится в течение 3-4 часов, а у нас появились такие Олонхосуты, которые могут говорить безостановочно 3, 4, 5 часов. И вот слушать такое Олонхо, ну, так долго, это тоже искусство, мастерство. И мы гордимся, еще один результат, что у нас появились вот слушатели Олонхо, которые могут сидеть вот часами и слушать. Вот такие, вот в эти дни у нас будет практиковаться это исполнение Олонхо в семьях. Олонхо входит в уклад нашей жизни. Сейчас Олонхо стали слушать на юбилеях, на свадьбах, на мероприятиях, в то время, когда собираются гости, съезжаются гости, и на эссехах, это уже традиционное. Так что мы сейчас смело можем утверждать, что у нас Олонхо входит в уклад нашей современной жизни. И в течение этих дней, с 25 по 5 декабря, это будет торжество, и дни торжества Олонхо и дни торжества родного языка. Мы приглашаем всех здесь сидящих освещать наши мероприятия, которые будут проходить в каждом наследии, в каждом районе. И, конечно, мы постараемся, чтобы вот эти мероприятия охватили как можно больше людей. Спасибо. Верунья Васильевна, может быть, про конкурсы более подробно немножко, ну вот в 2 словах, да, поскольку всегда это ожидаемо, всегда это, ну вот, состязательность, она тоже привлекает внимание многих слушателей. Да, у нас проводятся традиционные конкурсы. Они тоже вошли в уклад нашей жизни. Главный результат этих конкурсов то, что они воспитали у нас и юных олонхосутов, детей, так наших молодых олонхосутов. У нас есть конкурсы среди детей, детские конкурсы, как улусные, наследные, республиканские, так и среди молодых это Куюр олонхото, Мунка олонхото. Съезжаются уже такие молодые люди, серьезно настроенные на победу, и их привлекает не только то, что призы хорошие. Да, постарались сделать последние годы Министерство культуры и духовного развития, и наши муниципальные образования стараются выставлять такие хорошие призы. Вот на эссехе Олонхо в Алекминске у нас гран-при, это было 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей для молодого исполнителя Олонхо. И вот такие, конечно, призы, ну, это тоже хорошее подспорье и хороший стимул для начинающих наших олонхосутов. Спасибо, Верунья Васильевна. Тогда, если будут вопросы, потом тоже просим присоединиться к ответам. У нас очень интересный цикл лекций подготовлен в рамках программы, лекции, которые рассказывают об особенностях сюжета, об особенностях героев Олонхо. И я прошу вот рассказать более подробно об этом исполняющего обязанности директора Института Олонхо Северо-Восточного федерального университета Анисимова Руслана Николаевича, пожалуйста. Так, добрый день, коллеги. Ну, как наш институт традиционно уже 10-й год участвует в республиканской декаде Олонхо, и мы, конечно, в этом году тоже со своими коллегами подготовили, ну, можно сказать, богатый цикл мероприятий. И один из них, этих мероприятий, является вот Open лекции на тему Олонхо. Лекция будет проходить в точке кипения. Точка кипения — это в нашем университетском кампусе. Да? Есть такие темы очень интересные. Да? Например, тема Борисова Юрия Петровича «Эпические песнопения Олонхо. Мотивы основных персонажей». Есть тема Олонхо и мифологии якутов. Есть тема образы чудовищ Абасы в эпосе Олонхо и тема
архаическая лексика Олонхо. В основном мы уже привыкли знаниям, можно сказать, 20 века, а наш институт позиционирует себя как институт 21 века, да, и мы вырабатываем новые знания об Олонхо, да, и распространяем вот как научные знания среди населения республики в России и в мире. Поэтому всех приглашаем вот, послушать наши open лекции, которые, я думаю, что вы найдете, почерпнете новое знание об Олонхо. Также у нас завтра состоится Всероссийская научная конференция «Грани современной фольклористики, текстология, сказительство и цифровизация», посвященная 75-летнему юбилею известного советского и российского фольклориста, доктора филологических наук, профессора Василия Васильевича Илларионова. Конференция планируется быть серьезной конференцией, да, всего заявок 150 докладчиков будет из 7 стран мира и 17 регионов России. И конференция будет проходить в гибридном формате, пленарное заседание офлайн и онлайн формате. Ну, Василия Васильевича Илларионова мы все прекрасно знаем. Он является одним из ведущих эпосоветов нашей республики, да. Он всю жизнь посвятил изучению Олонхо. Также одна из мероприятий, которые мы проводим, это конкурс творческих работ среди студентов и учащихся Республики Саха-Якутия «Духовно-нравственный идеал Олонхо», посвященный изучению популяризации Олонхо. По следующим номинациям это лучшая научная работа, лучшее эссе, лучший перевод текста Олонхо на русский язык, лучший видеоролик на тему конкурса. Конкурс до 1 декабря. Об этом тоже можно узнать подробнее на нашем сайте. И вот одно интересное мероприятие, это мы в этом году выиграли грант в фондах сохранения и изучения родных языков в России на создание мобильного приложения «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос Олонхо». И этот проект мы закончили, и 4 декабря мы тоже сделаем презентацию на вот, точке кипения. И это мобильное приложение будет доступно всем жителям республики, да, на платформе Android, iOS и Web. Это будет текст Олонхо, именно оцифрованный нами, текст Олонхо Сылгы Уладыр и Бухатыр Иннокентия Бурнашова Тонгсурун, и иметь будет свои такие, ну, все раскрывать не буду, будет очень интересно, чтобы все люди, которые от уровня владения якутским языком овладели именно вот искусством, как сказать, словесности якутского эпоса, можно сказать. Вкратце такие у нас мероприятия. Еще есть по программе. Если есть вопросы, я могу ответить. Коллеги, ну мы вот начали на русском языке, да, ну в принципе как бы вопросы, наверное, будут поступать тоже на якутском языке. Пожалуйста, кому как удобно, готовьте вопросы. И у нас традиционно декада Олонхо начинается 25 ноября. Это день, который был утвержден указом президента Республики Саха-Якутия 2006 года. И у нас традиционно в этот день проводятся торжественные мероприятия, приурочены ко дню Олонхо, к открытию декады. Я попрошу рассказать вот, в особенности об этом дне руководителя секретариата Ассоциации Олонхо, и который также представляет Центр Олонхо при театре Олонхо, Елену Николаевну Протодиаконову, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие коллеги. Как вы знаете, вопросы сохранения, изучения и популяризации эпического наследия народа Саха, шедевра устного нематериального культурного наследия человечества,
стали сейчас вот одним из важных приоритетных направлений работы в республике. В республике в настоящее время в общественном сознании поднялось значение Олонхо. Как вы знаете, возрос интерес, чувство гордости и уважения к своему духовному достоянию молодежи. Появилась надежда, что так будет и дальше. По предварительным итогам совместными усилиями учреждений культуры, образования, науки и филиалов Ассоциации Олонхо муниципальных образований ежегодно проводится многоплановая работа по сохранению, изучению, сбору, публикации и переводу, популяризации Олонхо. Мы рады, что декада Олонхо в последние годы стала очень значимым республиканским мероприятием. В организации декады Олонхо ежегодно активное участие принимает учреждения культуры, образования и науки города Якутска и филиалы нашей общественной организации Ассоциации Олонхо. И управление культуры тоже. В улусах республики по отдельной программе тоже проходят очень значимые мероприятия Дни Олонхо. Декада Олонхо, немного слов о предыстории, проводится с 2009 года. Может, вы знаете, инициатором и организатором проведения декады Олонхо является Центр Олонхо и Ассоциация Олонхо. Деятельность организаторов декады Олонхо за 12 лет работы строилась на достижение таких целей и задач. Во-первых, повышение значимости Дня Олонхо, углубление и расширение эпической среды, всесторонняя поддержка деятельности мастеров-педагогов, олонхосутов, пропагандистов, организаторов эпической среды, деятельности домов Олонхо и проектов муниципальных образований республики, а также подведение итогов работы за год. В этом году декада Олонхо будет проходить 12-й раз. Это по якутскому календарю очень значимый и важный определенный цикл, как бы этап, определенный этап будет. Сахалы мөһүлке денер. Бу холовра 12 сыл бола улахан манну холовра туохтар оңоһуллаллар. Сахалы халандарынан түмүктер, ол үле түмүктере холовра олоққа ген түмүктер барда 12 сыл бола. Онон быйыл, как бы у нас значимая декада будет, как бы подведение итогов за определенный цикл. Раньше филиалы Ассоциации Олонхо и учреждения заранее планировали с начала даже года мероприятия, которые будут проходить в рамках декады Олонхо. Проходили очень познавательные, интересные, содержательные мероприятия на улусном и на республиканском уровнях. Это были своего рода площадки для взаимообогащения, обмена опытом, роста. На мероприятиях собираются общественные лидеры, руководители на республиканском уровне, энтузиасты, работники культуры, образования и науки. Участники мероприятий приобретают для себя много нового, укрепляется интерес к эпическому наследию и обязательно высказывают пожелания о дальнейших планах, проектах по работе по эпическому наследию. По инициативе Центра Олонхо и Ассоциации Олонхо при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия в 2013 году учреждена ежегодная премия по эпическому наследию. Мы разработали положение об ежегодной премии о меценате Олонхо и лучший филиал Ассоциации Олонхо, нашей общественной организации. И согласно положениям этим ежегодно на основании решения экспертного совета назначается премия по следующим номинациям. Лучший исполнитель Олонхо, лучший педагог-мастер по обучению сказительскому искусству, лучший пропагандист якутского героического эпоса Олонхо, лучший меценат Олонхо,
не лучший, а меценат Олонхо и лучший филиал ассоциации Олонхо. И церемонию вручения приурочили ко дню Олонхо ежегодно. Лучшим исполнителем в 2013 году стал Захаров Аркадий Михайлович. Это исполнитель Олонхо из Мигина-Кангаласского улуса. В 2014 году Тарасов Николай Петрович. Это лучший исполнитель из Чурапчинского улуса. Никифоров Виталий Витальевич. Это из Усалданского улуса. В 2016 году Яковлева Александра Аркадьевна. Это молодая исполнительница из Сонтарского улуса. Григорьев Николай Никитич. Это тоже лучший исполнитель, обладатель гран-при на Олонхо в городе Алдан из Шурапчинского улуса, Григорьев Николай Никитич. В 2018 году лучшим исполнителем Олонхо стала Лазарева Сусанна Васильевна из Шурапчинского улуса. По итогам 2019 года стал Борисов Юрий Петрович. Это руководитель общественной организации «Молодой Олонхосуд», кандидат филологических наук, молодой исполнитель. Это Юрий Петрович Борисов из города Якутска. И по итогам 2020 года лучшим исполнителем стал Кривошапкин Дмитрий Иванович из Намского улуса. И в этом году вот по итогам работы экспертной комиссии лучший исполнитель Олонхо, вот эта премия будет вручаться Иванову Василию Ивановичу Челябала из Нюрбинского улуса. А лучшим мастером-педагогом по обучению сказительскому искусству в 2013 году это звание присвоено Тимофееву Никандру Прокопьевичу из Сунтарского улуса. В 2014 году Троевер Вере Иннокентьевне. Она из Усалданского улуса. В 2015 году Сафронова Анисия Даниловна из Амгинского улуса. В 2016 году Григорьева Маргарита Егоровна из Вилюйского улуса. В 2017 году Сивцева Лидия Степановна, лучший мастер-педагог из Чурапчинского улуса. В 2018 году Лугинова Зинаида Петровна из Усалданского улуса. Тоже лучший мастер-педагог по обучению сказительскому искусству. В 2019 году лучшим мастером-педагогом стала Бапайонова Мария Гаврилевна из города Якутска. Она вот преподаватель колледжа культуры и искусств. В 2020 году стала Мордовская Наталья Иннокентьевна из города Якутска. Она тоже лучший мастер-педагог. И по итогам работы экспертной комиссии в 2021 году лучшим мастером-педагогом стала Федорова Тамара Федоровна из Нюрбинского улуса. Ей будут вручать вот эту премию. А лучшим мастером-пропагандистом в 2013 году стала Сивцева Мария Захаровна из Алданского улуса. Может, вы знаете, она выпустила очень много книг по эпическому наследию. По итогам 2014 года стал лучшим пропагандистом Тихонов Константин Никонович. Но, к сожалению, сейчас его нету. Из Намского улуса он. В 2015 году стала лучшим пропагандистом Олонхо Герасимова Мария Андреевна из Чурапчинского улуса. Ныне и вот 75-летний юбилей отмечается. Она очень много работает по эпическому наследию, очень много книг выпустила и по радио, и вообще по СМИ. Она очень активно работает. В 2016 году лучшим пропагандистом стала Стручкова Ия Ильинична из Верхоянского улуса. Она тоже очень много книг выпустила и очень активно работает по пропаганде эпического наследия. В 2017 году из Вилюйского улуса лучшим пропагандистом Олонхо стала Иванова Светлана Тарасовна, самый активный пропагандист Олонхо. В 2018 году лучшим пропагандистом стала Иванова Евдокия Николаевна. Это директор дома Олонхо Мигина-Кангаласского улуса. В 2019 году
лучшим пропагандистом стал Михайлов Борис Николаевич. Это из города Якутска, в доме Арчи он работает. В 2020 году лучшим пропагандистом стал Тихонов Петр Максимович из Мегино-Кангаласского улуса. И в этом году премию «Лучший пропагандист» удостоена Избекова Евдокия Игнатьевна из города. Вы, наверное, все знаете, да, Евдокию Игнатьевну? И очень много интересных, познавательных, содержательных мероприятий у нас запланировано. Вот вы уже все слышали. Вот наш центр Аланхо будет организовать семинар для педагогов-мастеров по обучению эпическому наследию. Также презентация книг будет посвященная Афанасию Егоровичу Соловьеву. Там будут принимать участие из Алекминского улуса, из Намского улуса, земляки, коллеги. Очень много людей будет участвовать в программе. Также по программе посмотрите, очень много мероприятий. И у нас такое предложение. В целях дальнейшей эффективной работы необходима государственная поддержка на законодательном и исполнительном уровнях. В плане первоочередных мер второго десятилетия Аланхо рекомендуем поддержку деятельности общественных организаций, занимающихся вопросами сохранения и популяризации Аланхо. Это ассоциация Аланхо, общественная организация ИТыГ Аланхо, республиканская, и республиканская общественная организация ИЧЕТ Аланхо, молодой Аланхосуд, и общественная организация педагогов-мастеров НЕКУТ. Все они работают на голом энтузиазме. Также можно организовать и внедрить республиканские целевые гранты по Аланхо, отдельно от других видов традиционной культуры. У нас такие предложения. Все, да. Спасибо, Елена Николаевна. Традиционно Аланхо, они, конечно, читались в долгие зимние вечера. Как раз сейчас такие у нас вечера наблюдаются. И традиционно сейчас у нас как раз-таки в это же время очень активный театральный сезон. И именно по театральной составляющей я прошу рассказать директора театра Аланхо Марию Васильевну Турантаеву о том, какие спектакли у нас вошли в программу. И также театром Аланхо подготовлен перечень программ, которые у нас выйдут на телеканале НВК Сахай, которые тоже можно будет уютно из дома наблюдать, приобщаясь к наследию Аланхо. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Традиционно театр Аланхо для всех гостей и жителей республики подготовил несколько спектаклей, которые мы покажем в рамках нашей декады. Это получается у нас 25-го все могут увидеть спектакль «Кыздебеле» в постановке Степаниды Борисовой. Автором является Боджаос Брунашов, которому в этом году исполнилось 175 лет. Круглая дата у этого Аланхосута. Потом на закрытии мы покажем спектакль «Алабун Кун», автор Чабий, режиссер-постановщик Гаврил Менкяров. Также в рамках декады Аланхо мы покажем такие спектакли, как «Сон шамана» по Алексею Алексеевичу Кулаковскому и «Улуку Дангса» по произведению Платона Алексеевича Юнского. Всех приглашаем в театр. Кроме того, как вы поняли, в этом году декада Аланхо у нас проходит в гибридном формате, то есть частично у нас в основном будут в офлайн формате и в онлайн формате. Также совместно с ассоциацией Аланхо, совместно с национальной вещательной компанией Саха мы подготовили ряд передач, которые как раз-таки начинаются с сегодняшнего дня. Сегодня вы можете в 5 часов вечера увидеть передачу, посвященную Илларионову Василию Васильевичу, как раз нашему уважаемому ученому, которому исполняется 75 лет. Также
Подготовленный ряд передач, посвященный юбилярам, например, Толбоновой Надежде Семеновне, Марии Андреевне Герасимовой, также Нине Игнатьевне Филипповой, которые также являются юбилярами вот этого года. Также подготовили ряд передач про театр Олонхо, а также про фестивали, которые вот у нас нынче происходили, нынче прошли вот летом, да, по зову земли Олонхо, а также про организацию фестиваля Мунхо Олонхото, история создания, как все создавалось, как все это дело проводилось и так далее. Ну, всех рады видеть в театре. Обязательно с собой берите QR-коды для того, чтобы спокойно посетить театры. А также 25 числа у нас будет торжественное мероприятие, посвященное Дню Олонхо, который традиционно у нас откроется традиционным исполнением Олонхо. Это в 16:30 у нас уже начнется, и в 5 часов вечера у нас начнется чествование юбиляров, а также вручение наград, и в 6 часов вечера уже начнется показ спектакля. Поэтому всех гостей и жителей республики приглашаем на все мероприятия. Мы готовы предоставить программу Олонхо, программу Декада Олонхо на 2 языках для информационных газет, на якутском и на русском языках, чтобы, в принципе, они могли у себя разместить на сайте, либо в газетах. Вот, и всех обязательно приглашаем, приходите к нам. Олонхо — это очень интересный, познавательный мир. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы к участникам конференции? Пожалуйста. Юлия Бочкарева, Тартас. Подскажите, пожалуйста, вот в рамках Декады Олонхо сколько всего человек вы планируете охватить в формате онлайн и офлайн? Мы, конечно, будем собирать отчет, да, Евгений Владимирович. Но вот по практике прошлых лет, я думаю, что несколько тысяч человек будет, да? Сколько у нас будет? В республике больше будет. Это Больше, да? в каждом улусе, в каждом районе, в каждом наследном пункте будут проводиться мероприятия. Это охват школьников, охват дошкольников и населения. И каждый район представил свой план работы. Так ведь? Угу. Так что очень много будет народу. Спасибо. Вопрос Марии Васильевне. В рамках Декады Олонхо планируются ли у вас именно премьерные постановки? И если есть, то это какие? Да, именно театральные, в театре. Премьерные имеете в виду? К примеру, мы должны были показать спектакль «Улударан» по Шараборину Кумарову. Но этот спектакль у нас отодвинулся на неделю, чуть-чуть попозже будет, да? Поэтому в рамках декады оно не попало, но все равно мы его можем, в принципе, приурочить к декаде, даже если это будет после, да? Это замечательная постановка по Олонхо Шараборина Кумарова, которую мы летом представляли в рамках ИСЭХ Олонхо. Это было площадное представление, да, вот как раз тут в декаде вы можете увидеть как раз-таки вот этого героя главного, да? И этот спектакль мы покажем 8-9 декабря, премьерные показы, уже на сцене Дома дружбы народов. То есть он показывался во время СЭХ Олонху, его пока видели участники СЭХ Олонху в Алюкминском районе, в Якутске он еще пока не показывался. Спасибо большое. И вопрос Руслану Николаевичу. Расскажите, пожалуйста, именно коротко, так сказать, для затравки, именно про новое мобильное приложение, для кого оно предназначено? Так, мобильное предложение предназначено, начиная со школьников старших классов, и для взрослого населения, и для людей с ограниченными возможностями. Если я раскрою секрет вот этого мобильного приложения, то вот она доступна и в мобильной форме заменяет печатный текст Олонхо. А именно там будет аудирование, то есть профессиональный диктор читает Олонхо, вот как есть же книги, аудиокниги, в таком формате аудиокниги. И есть традиционное исполнение Олонхо. Например, мы открываем страницу, как книжку, да, и если мы не понимаем какое-нибудь якутское слово, то нажимаем, и там выходит окно, и там будет
объяснение этого слова на якутском и на русском языках. Все непонятные слова Олонхо, потому что для современного человека вот именно язык Олонхо, он очень трудно воспринимаемый. Поэтому мы такой подход сделали. И если там будет кнопка вот аудирования, то вот этот весь текст считается на якутском языке, аудирование. Есть кнопка Олонхо Сута, там будет традиционное исполнение Олонхо. Там исполняет профессиональный Олонхо Суд. Тоже вот можно его слушать на машине, дома, отдыхая, да, вечером. Весь этот Олонхо, где-то 6-часовой Олонхо, с Гаула Дырой Бухатыр, сын лошади Дырой Берген. И там будет, плюс у нас наши сотрудники подготовили тестовые задания для закрепления именно вот материала Олонхо. Там будет словари будут, там будет, в такой легкой форме мы подготовили. И оно практически готово, и 4 декабря мы уже покажем, расскажем, как надо пользоваться для всего населения республики, в первую очередь. Да, это вот очень интересные разработки. Сейчас нашими учреждениями проводятся учреждением образования, учреждением культуры. И сохранение наследия, конечно, это основа для того, чтобы появлялся новый контент, появлялись какие-то вот новые вещи, которые популяризируют Олонхо, в том числе вот для совсем юной аудитории. И надеемся, что вот все, кто работает в этой сфере, они будут интересоваться этими разработками, тоже их в дальнейшем уже переводить в различные форматы, на различную подачу для разных возрастов. Пожалуйста, еще какие вопросы? Здравствуйте, Виктория Сергеева. Есть вопрос ко всем организаторам, скорее всего. Какие бы районы вы бы отметили, которые традиционно активно участвуют в декаде по примере прошлых лет, а также по примере участия в организации этого года? Какие районы наиболее Феврония активные? Васильевна, наверное, да? Так, самые активные участники не только декады, а которые проводят систематическую работу, это наши заречные районы, улусы, Татинский, Усялданский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Амгинский улусы. Это Вилюйская группа улусов, Сунтарский улус, который называет себя даже Сунтар Олонхо дойдут один, Верхневилюйский улус, где в будущем году будет проводиться ЭСЭХ Олонхо, Нюрбинский, Вилюйский, это Намский район, Хангаласский улус. Это районы, где у нас проводились ЭСЭХи Олонхо, и, конечно же, районы, улусы, которые имели и сейчас работают над воспитанием гую валлади своих олонхосутов, исполнителей олонхо. Ими проводится вот такая системная работа, которая охватывает не только учреждения культуры, но и в основном общеобразовательные учреждения, детские сады. У нас есть очень хорошие мастера-педагоги сегодня, и мы даже сегодня можем говорить о том, что появились школы исполнительства олонхо. Олонхо скола таден барболла. И нас радует то, что там работают, вот имеют свои школы исполнения олонхо, молодые наши исполнители олонхо. Это можно назвать сразу же Намский район улус, Маркова, Лена Маркова, которая работает со школьниками, свыше 100 школьников у нее. Это Айталина Майтохонова, Верхневилюйский район, у нее тоже свыше 100 воспитанников, с которыми она постоянно работает. Очень хорошо, что есть в Мегино-Кангаласском хорошие мастера-педагоги в детсадовского возраста детей. У них свой союз, это Иекут, который руководит Сосолятина Зоя Григорьевна. Иекут тен тюмсюляхтер, уячылар, мастера-педагоги. Еще можно добавить Алданский район, который в последнее время активно проводит у себя декаду Олонхо. Вот в 2018 году у них состоялся ЭСЭХ Олонхо.
После этого вот как раз-таки благодаря руководителю управления культуры Помалейко Помалейко. Анастасии Леонидовны, да, Мгм. у нас активно проводится декада Олонхо и в Алданском районе. Еще дополню, у нас есть дома Олонхо на сегодня. Они, да, вошли действительно в нашу будничную повседневную жизнь. Их сегодня насчитывается 11 домов Олонхо. Так, ну, есть дома Олонхо, которые конкретно работают только как дома Олонхо. Но наша ассоциация, филиалы наши работают, это значит, не только вот занимаются пропагандированием, пропагандистской деятельностью Олонхо, а там в домах Олонхо у нас собираются народные мастера, так, кузнецы. В последние годы мы активно работаем по расширению их деятельности, Союза кузнецов. Так, там у нас проводятся, ну, собираются дети, проводятся конкурсы, даже у нас коневоды Союза коневодов собираются в домах Олонхо. Так что все традиционные промыслы, кто занимается ими, вот они нашли свое место сбора в домах Олонхо. Так что дома Олонхо у нас сегодня становятся идеологическими центрами идеологической работы, что нас очень радует. Действительно, вот благодаря Аланху у нас, Аланху, это, вы знаете, это шедевр нематериального наследия. Благодаря ему у нас, в том числе и в материальной форме, сохраняются наши ценности, передаются будущим поколениям. СХ Аланху – это вообще огромный такой двигатель вообще всего, всей нашей сферы, которая направлена на сохранение самосознания народов Якутии. Пожалуйста, коллеги, еще какие вопросы? И даже, Владислав Валерьевич, мы же говорим, что у нас ИСЭХ и Олонхо и ИСЭХ стали двигателями креативной экономики, явлением креативной экономики. Вот сейчас у нас сколько этих ювелиров стало, сколько швей, мастеров. Вот люди на этом зарабатывают. Вот, и надо уже, наверное, вот каждый год мы говорим, надо просчитать экономический эффект ИСЭХов Олонхо, а то каждый раз говорят, что столько-то средств уходит с бюджета на проведение этих ИСЭХов. А нужно, наверное, посчитать и то, сколько зарабатывают на этом. На самом деле эффект, наверное, больше, чем... Да, эффекта, наверное, больше. Там это гораздо подвоз больше. людей, это гостиничный бизнес. Он же родился в деревне благодаря нашим ИСЭХам, гостиничный бизнес малый. Так, это общепит, так сколько продают. Это не говоря об Сельское украшениях, да, хозяйство тоже, сельское да? хозяйство. Поддержка малого Производство. бизнеса Да, получается. да. Вот это креативная экономика. И мы с уверенностью вот, можем сказать, что мы двигатели креативной экономики нашей республики. Да. Событийный ряд очень хороший. Чем Раз- больше ИСЭХов, тем больше население зарабатывает на этом. Развитие прикладного искусства, народно-художественных Я промыслов. добавлю, да? Ну, с этим мнением мы, конечно, соглашаемся, то, что все-таки наши мероприятия по Олонхо – это двигатель креативной индустрии, креативных технологий. Но все равно надо понимать одно, то, что гуманитарные проекты такого масштабного значения, они сиюминутные выгоды экономическую никогда не дают. Они дают только тогда, их эффект будет виден через десятилетия. Через десятилетия, когда наше население, общество, будет именно духовно богатыми, можно сказать. Если мы не забудем свой язык, свою культуру, традиции, все это делается ради этого. Вот поэтому надо все время говорить, то, что такие гуманитарные наши проекты, они никогда не будут давать сразу сиюминутную выгоду. И то, что мы сейчас видим, это результат того, что было 10 лет назад заложено. Да, мы вот это уже а видим. то, что мы закладываем сейчас, мы узнаем это в мы это будущем. уже видим, ощущаем, да, что уже 10 лет тому назад что было, а сейчас какое у нас общество. Очень продвинутое у нас общество. Те тоже кино, которое мы сейчас на весь мир, которое продвинулось, да, это тоже благодаря тем мерам, которые были 10 лет тому назад. Оно же во многом тоже все основывается на самосознании, только на этом, и благодаря этому вообще развивается. Коллеги. Еще одно слово, да? Пожалуйста. И здесь уместно, наверное, сказать о педагогике Олонхо. Педагогика Олонхо, она у нас
имеет своих идеологов, своих последователей, оно активно используется в воспитательной работе, в системе воспитательной работы детских садов и образовательных учреждений. Так, уважаемые коллеги, ну, спасибо за проявленный интерес. Надеемся, что вы донесете вот наше интересное обсуждение до читателей и ну, дальше будете поддерживать эту тему. Спасибо. До скорых встреч.